У нас такая надежда появилась, что в последнее время идут активные соглашения России со странами СНГ, это подписаны определенные международные соглашения со странами СНГ, где вот этот стаж засчитывается в российской, то есть взаимозасчитывается стаж, если там гражданин проработал в другом государстве и при переезде в Российскую Федерацию у него засчитывается стаж, который он наработал в сопредельном государстве. Такого соглашения практически с Южной Осетией у нас, к сожалению, не было, хотя это соглашение, можно сказать, со странами СНГ есть. Вот одно направление, которое мы предложили, то есть подписать международный договор. И второе направление, недавно, вот в 2024 году, Государственная Дума, а потом уже Советом Федерации принят закон, федеральный закон 455, где стаж, наработанный на Украине для граждан Российской Федерации, которые проработали на Украине с 1991 года до 1922 года, когда вот эти территории зашли в Российскую Федерацию. Вот для них тоже вот этот стаж засчитывается в Российской Федерации. То есть вот та надежда, те прецеденты, которые появились по международным договорам и по федеральному закону, так, можно сказать, дает нам надежду на то, что вот такой же договор или такой же федеральный закон будет принят, и граждане, которые проработали стаж, граждане Российской Федерации работали в Южной Осетии, они будут получать, то есть их стаж будет засчитываться в Российской Федерации. Это важно с одной стороны, потому что граждане проработали, можно сказать, уже 35 лет, нашей республике 35 лет, и эти граждане, которые отдали в том числе и бюджетники, в том числе, например, и учителя, медработники, все работники всей социальной сферы, граждане России, они остаются практически без пенсионного обеспечения. Я думаю, что полное понимание, вот сейчас на последней заседании